поселке Зырянка Верхнеколымского района отапливают 6 котельных, однако большинство из этих объектов устарели. По заказу ГУП ЖКХ республики на днях в поселке работают специалисты, которые определят, какие изменения необходимы для того, чтобы в дальнейшем отопление оставалось также стабильным. Репортаж Натальи Ломановой. Здание котельной номер 11 Зырянки было построено в далеком 1944 году. Отопительные котлы еще старше, 1922 года выпуска. Изначально они работали на речных судах, затем стали частью коммунального хозяйства Верхней Колымы. Ресурсная база котельной номер 11 давно исчерпана. Впрочем, срок эксплуатации закончен у большинства теплообразующих объектов Зырянки. У нас в настоящее время есть котельная, несмотря на то, что не работает вроде бы хорошо, нормально, но техническое состояние здания уже желает лучше. Вот, есть котельная 50-х годов постройки, 60-х, то есть это такое же оборудование, поэтому следует его заменять. Несколько лет назад в Зырянке возводилась мини-ТЭЦ, которой предполагалось заменить все котельные. На данный момент эта стройка законсервирована, и вопрос о реконструкции или вовсе о строительстве новых котельных опять актуален. Сейчас по заказу ГУП ЖКХ республики в Зырянке работают специалисты, которые производят техническое обследование 3 котельных поселка. На предмет возможности дальнейшей эксплуатации, то есть оценка несущей способности зданий, оценки технического состояния, точнее. Впечатления не очень хорошие. Здание находится в аварийном состоянии. Довольно-таки давно эксплуатируется, очень большой физический износ. Довольно-таки приличная оттайка мерзлоты и так далее. Итогом экспертной оценки станут конкретные выводы. Можно ли обойтись капитальным ремонтом или необходимо строительство новых объектов. Предполагается, что на основе будущих рекомендаций будут вынесены изменения и дополнения в инвестиционную программу жилищно-коммунального хозяйства республики. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.